Снова всем привет, ребята. Значит, выбрались на рыбалку. Сегодня у нас 13 мая. Продолжается рыболовный запрет, и поэтому мы на платнике в Илеве. Значит, попытаемся половить щуку. Ребята здесь были вчера, ловили, но, говорят, ничего не поймали. Посмотрим, что получится у нас. Не переключайтесь, будет интересно. Что, откуда начнем? А? Ну давай вот здесь вот, где вот крайний раз вставали, отсюда начнем. А потом туда он ближе к острову. Ну вот где мы, вот тут стояли. Да. Все, время 8 часов. Первая постановочка. Начнем на вертушке ловить. Расчет ставим как бы в первую очередь на них. И вот первая рыба. С первой же, это как его? С первой же проводки на. Ребята, ну я не знаю. С первой же... Фу, как там, с первого заброса сразу же клюнула щука. Говорят, что это плохой знак. Но я человек не суеверный, я думаю, что все будет в порядке. Значит, клюнул щурок. Вчера заехал специально в магазин, купил Mepps Aglia Long 2. В былые времена на эту приманку здесь щука активно отзывалась. Новая вертушка, только поставил. Первый заброс, небольшой щурок, весь в пиявках опять же. Поэтому уже неплохо. Все, отпускаем его. Замечательно. Рыбалка началась. Лодок очень много на воде. Народ еще подъезжает. Значит, с утра здесь делать нечего, я так думаю. Клев должен начаться где-то с часов 9. Сейчас маленечко пригреет, и щука будет активна. Ну, посмотрим. Ставлю, значит, расчет на вертушки и на выход где-то около обеда щуки. Продолжаем. Появились комары. Что-то был к этому делу я не готов. Да. Конечно, попробуем ловить и на воблеры. Взял 2 спиннинга. Будем экспериментировать. Вертушки, воблеры. Но верю в вертушку. Вертушка — это блесна всех времен и народов. Произошла поклевка на воблер. Прокидал здесь вертушечкой. Была одна поклевочка. Думаю, попробую половить на воблер. И попалась щучка. Но опять такого же небольшого размера. Оп. Ля. Ну, вот такой же. Отпускаем его. Воблер, значит, Айка Valor Minnow 75S.
В прошлом году у меня намокший он неплохо ловил щуку. Решил попробовать и тоже вот угадал, попалась. Так, я сместился уже. Время с поимки первой щучки прошло 30 минут. Пока клев не ахти. Роман у меня вон там. Не знаю, поймал, не поймал. И приехал еще его брат двоюродный с другом. Узнаем потом у них какие результаты. Погода отличная. Сейчас будем, наверное, снимать куртку уже даже. Жара 24 градуса. Ну все, продолжаем рыбачить. Так, вот и у Романа, вижу, тоже произошла поклевка. На камеру не будет видно, но такой же маленький щурок. Ага, все, принял. Роман тоже обрыбился. Отлично. Лет 5, наверное, 6 назад. Точно сказать не могу. Щука здесь еще одного. Ничего себе. Или он с тем возится, не пойму, блин. Нет, наверное, еще одного поймал, что ли. Щука здесь клевала раньше на каждом забросе. Но ее ну прям жестко здесь выбивали, забирали всю. И я в том числе еще в то время рыбу не отпускал. И вообще, думаю, как так вообще можно рыбу отпускать? Тащил все это домой, надо, не надо, блин, родственникам, кошкам, еще кому-то. И поэтому сейчас здесь с рыбой довольно-таки печально. Сейчас я рыбу в основном отпускаю. Очень редко беру ее. Если вот нужно приготовить, там, либо с друзьями закоптить. А так, в принципе, всю рыбу отпускаю. Приехал я сюда не за рыбой, а для того, чтобы получить поклевочку, побороться с щурками. Хотелось бы, конечно, с щукой с огромадной, но посмотрим. Пока у меня 2 щурка это поймано. Но будем надеяться, что это не последние. Значит, миф с первой пойманной щукой все развеян, клюет. Удалось поймать еще рыбку. Я думаю, что еще несколько штучек-то поймаем. Роман ловит на вертушку, судя по проводке. Значит, там возле берега вижу, еще поймал одного щурка. Значит, тоже сейчас смещусь к нему. Ну, чтобы поснимать, что у него клюет. И, видимо, вот как бы возле берега помельче, может быть, потеплее прогрелась вода, и щучка там поклевывает. Пойдем к нему. Узнаем, как у нее там обстоят дела. Вон показывает, ага. Щурок. Так, ну что, пришел к Роману. Роман уже поймал 3 штучки. Все на вертушку, да? Ага, кислотного на 3, да? Ну, будем пробовать. Значит, клюет на вертушке. На воблер одну поймал, да, и одну тоже на вертушку.
У Романа была поклевка, но сошла щучка. Да? Так, Роман на вертушку продолжает, я воблер экспериментирую. Смещаемся вдоль берега пока. Ну, ребята-то он поймали на середине. Да тут что возле берега, что на середине, глубина одна и та же. Плюс-минус тут не глубоко. Эх, ничего себе. Зашвырнул прям в камыши. Так, Роман еще одного поймал щурка. Пока я тут с зацепом боролся. Да, ну щучка вся стандартная, небольшая. И пока поклевки у нас от берега. Хотя у других рыбаков, видим, и на середине тоже есть поимки. Ну все, тоже поплыл к Роману. Будем кидать от берега. Четвертая, да? Ага. Все, утопил ее. У Романа кислотная вертушка, а у меня беленькие. Время уже 20 минут 10-го. Клев, честно говоря, не ахти. Пока я тут экспериментирую с воблерами, Роман на вертушку ловит. Да, такая уже чуть-чуть покрупнее. Вертушка рулит. А я все хочу поймать на воблер. Вертушка, да, вертушка. Ну и желтенькая у тебя, да, говоришь? Разноцветная, короче. Ага. А мы будем пробовать на магалончик. Да, раньше щука здесь попадалась нормальная. Самую большую щуку я здесь ловил на 400. Ага, ты покажи ее, Роман. Ага,
Все, отпускай. Да пока тут трёс, они все подваливались у тебя. Да. Да, не знаю, конечно, на крупные воблеры навряд ли, наверное. Еще пока нету такого активного жора. Наконец-то я дождался поклевку. Ух, какой бодрый. Бодрый щукарь, да? Ух, сам отцепится, нет? Тихо, 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 тихо. Сменил вертушки, тут экспериментирую вот на черную. И тоже прям за ус, вот за краешек попался. Вот такой вот щурочек. Ну все, отпускаем его тоже. Да, клев никакущий, но все равно нам что-то удается поймать. Опять же на вертушке. Двоечку кидал, не клюет, поставил четверку. Черная какая-то была Black Fury, там с наклейкой. Может, китайская какая-то подделка. Наклейка эта отвалилась и просто черная вертушка. Комет, по-моему, 4 номер. Так, чтобы не наврать. Да, Комет, Мэпс Комет. 4, Made in Франция. Но насчет Франции не знаю. На улице тепло, но небольшой ветерок начался. Появился. В принципе, в куртке комфортно пока. Комаров хоть сдувает. Время 10 часов.
Ловись, рыбка большая и маленькая. Что за воблер? Асакура. Китайский ши? Японский ши? Ой-ой-ой. Сейчас, да, сейчас Алиэкспресс поставлю, вот за 50 рублей поймаю на. Сейчас тоже попробую на воблера. Либо клёва нет, либо уже рыбы здесь нет. Ну доедают все, что осталось. Сколько доедает, все есть, да. Ну всю рыбу ты не сожрешь, наверное. Всю рыбу, наверное, не сожрешь, все равно она же тут плодится бывает. Так, у нас какие новости? Роман все-таки, у Романа не все-таки, а просто отстрелилась сасакура у него, вот эта японская. Я поставил тоже воблер и поймал щурка. Опа, такого уже покрупнее. Значит, опять выручил Амулет Про от компании Серебряный ручей. Еще раз повторюсь, этот воблер очень хорошо у меня работает по пассивной щуке. Поставил и удалось поймать щурка. Ну такой уже покрупнее предыдущих. А Роман пока перевязывается. Все, отпускаем щучку. Все, убежала. И клюет и на воблера. Так, ну что, все, наверное, раздеваюсь я тоже. Солнце уже высоко. Время 15 минут 11. Часы показывают активный клев. Верить, не верить этому, но только что была поймана и отпущена очередная щучка. Ух, ничего себе, в траве он там плеснулась как. Ладно, все, раздеваюсь и продолжим. Если не клюет, то нужно что? Все правильно, пожрать. Да, сейчас перекусим и продолжим рыбачить. Рыба не клюет, но природа
погода, красотища, весна. Эй-эй-эй. На кофе. Плыви на кофе. Перемещаемся потихонечку. Что-то решили половить на воблеры. Пробуем. Ага, вон там мужчина поймал тоже не крупного щурка. Поклевывает, но мелочь. Попробуем на крупные. На крупные воблеры попробуем. Если нет, то опять на вертушки перейдем. Спроси, на что клюет. Что, на вертушке? Ага, ну все, у ребят тоже клюет на вертушке, вон на той лодке. Ребята рыбачат. Тоже поймали штук 5 и на вертушке. Поэтому сейчас тоже перейдем на вертушки. На воблера не клюет. Пробовал разные и дорогие, и недорогие, не клюет.
Сейчас попробуем на вертушке. На рудру была поклевка возле лодки, но ударчик, но нифига не засеклась. Блин. Все, убежала. Да, долгожданная поклевка. У Романа, как он называется? Что это такое? Касадака? Да, какая-то? Ратлин. Значит, вторую вот одну поймал он щучку, и одна тоже возле лодки подошла, но не схватила. 65-й рад. 65-й рад. От Касадаки, да? Ну, ратлины вообще хорошие. Хорошие, но у меня что-то ратлинов. Что-то есть какие-то непонятные. Изумишь ли там какие-то два. Да, ну. И такому щурку рады. Поднялся ветерок. Но тепло. Что-то не хотим ловить на вертушке, блин. Перешли на воблеры. И клевать не клюет. Ну, что-то это ни рыба, ни мясо. Так, сейчас я попробую на вертушке. Ах, сошел. Последовал примеру Романа, поставил тоже такую же приманку, ну, только у меня усами, и щучка схватила, блин, нормально, попробуем сейчас на такие. Как он называется-то? Кто это? Ратлин, черт побери. Ага. Схватила щучка. Да, прикольно, прям жадно она его схватила, блин. Бабах прям, да, и давить начала. Но не крупненькая. Но спиннинг-то легкий. Попробуем на ратлине. Тоже есть поклевочки. Что-то какие-то контакты сейчас были, не понял. На хлебалке, да, была мысль. Есть у меня пару хлебалок. На ржавые желательно. Есть. Хорошенькая, да? Да. Да, вот хорошенькая щучка. Ну какая хорошенькая? Относительно хорошенькая. Попробуем ее принять.
Все, убежала. Ну и руки пачкать не пришлось. Зачет, да? Роман говорит, видел зачет. Идем уже ближе к машине. Сейчас там покидаем еще немножко. Можно было поднять, конечно, щуку, но все равно отпускать. Зацепилась с краешку. Ты встал на якорь? Ну, клюнул это от травы. Надо вот к траве тогда подплывать и пробовать. Да? Да? Так, ну что, надо тоже встать на якорь. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к концу наша очередная рыбалка. Подведем итоги. Значит, клевало у нас где-то с 9 до 11. Клевало как? Так-сяк. Плохо, значит. Приходилось искать рыбу. И в основном клевало на вертушке, как мы думали, в принципе. Все основные поклевки были на вертушке. Разговаривали с рыбаками, которые выходили на берег. У них такая же ситуация. Рыба клевала плохо. Кто-то поймал одну, кто-то две, кто-то три, кто-то вообще ничего не поймал. Но мы с Романом все-таки умудрились поймать где-то с десяток, наверное, небольших щурков. Всю рыбу мы, естественно, отпустили. Нам она была не нужна. Мы приехали не за рыбой, мы приехали на рыбалку. Ну и все, наверное, на этом. Мы поехали домой. Подписывайтесь на мой канал и увидимся на воде. Пока-пока.